Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Вчера состоялось одно из главных и ожидаемых политических событий. Президент нашей страны Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Выступление главы государства перед парламентариями всегда тщательно анализируется и беспрекословно исполняется. И сегодня мы обсудим выступление президента в студии. С гостями у меня сегодня два гостя. Позвольте их представить. Это Владислав Голованов, историк, кандидат педагогических наук, и Василий Десяткин, руководитель Центра управления регионом. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, в преддверии обращения к депутатам и сенаторам Владимир Путин провел рабочие встречи с главами думских фракций. Президент и партийные лидеры отмечали: несмотря на дискуссии и разные подходы, политические силы едины в главном. А это суверенная, сильная Россия, решение задач специальной военной операции, социальные гарантии нашим воинам, новая высокотехнологичная экономика с опорой на собственное производство. Вот этот президентский курс поддерживают и в обществе, и в парламенте, и вчерашнее выступление президента, в общем, это подтвердило очередной раз. Много обсуждений бывает. Как у вас, совпали ли, скажем, ожидания, насколько совпали ваши ожидания с тем, что мы услышали? В целом надо учитывать, что послание — это такой вот ежегодный программный документ, да, согласно которому страна развивается, ставит себе планы как тактические, так и стратегические. И понятно, что повестка, она в целом, я думаю, ожидания совпали у многих жителей. Все вопросы, которые волнуют наше общество на сегодня, они все так или иначе были затронуты. И, понятное дело, мы там начали обсуждать про специальную военную операцию, потому что это касается практически всего нашего государства, всех жителей, да, и, соответственно, интересы государства, да, вот это тема номер один. И, естественно, тема социальной стабильности, развития, продолжения крупных инфраструктурных проектов, это все в моем понимании все совпало. Владимир Алексеевич. Ну, тут, конечно, Василий Романович абсолютно прав. Я бы обратил внимание на одну особенность, которая вызвала такие позитивные отношения к этому выступлению, потому что здесь всему миру и стране, в первую очередь, конечно, было показано, что, несмотря на проведение военной специальной операции, мы имеем возможности и социальную сферу поддерживать, и можем заняться проблемами образования, и можем заняться своей экономикой. То есть вот ожидания Запада, что мы рухнем в результате санкций, они не оправдались. И вот это самый, мне кажется, фактор, который повлиял, ощущение стабильности, что, несмотря ни на что, Россия движется, Россия развивается, и, в общем-то, позитивное такое оптимистичное настроение. И Россию нельзя победить. Ну, в общем-то, в этом направлении. Мы работаем в прямом эфире. Можно присоединиться, задать вопрос, позвонив по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение текстовое в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Но поскольку вся первая часть, почти весь первый час, да, Владимир Владимирович говорил действительно о специальной военной операции, о противостоянии с Западом, предлагаю с этого начать. Прошел практически уже год с начала специальной военной операции. Вот мы с вами, Владислав Алексеевич, эту тему обсуждали как раз подробно в одной из наших программ. Вот как вы сейчас, вот на фоне послания президента, да, что вы можете сказать? Что-то поменялось? Насколько все успешно идет? Ну, понятно, что основные компоненты этой операции, они в большей степени известны тем, кто руководит этим, да. Но на взгляд, будем обывателя, простого жителя, да, России, который смотрит, следит за этим, мы видим, что операция проводится с большой степенью, будем говорить, осторожности по отношению к
ну, к щадящему такому отношению и старается поменьше жертв, и, по сути, идет одновременно определенная модернизация. То есть идем, пока модернизируем потихонечку, увеличиваем потенциал, не бросаясь, сломя голову, да, и одновременно, так сказать, ресурсы, ну, беречь человека, беречь воина, дать ему максимально возможное. Особенно вот так, ну хорошо, там у нас там ядерный потенциал на 90 с лишним процентов. По всем остальным показателям президент сказал, мы должны достичь именно такого потенциала. Вот тогда можно уже говорить о каком-то переломе серьезном в ну, конкретном решении задач. Первичная задача, ну вот это достичь границ, предположим, тех регионов, которые сейчас объявлены, в общем-то, территорией России. Мне очень порадовало, вот если в этом плане, это тоже очень большая стратегическая цель, когда было объявлено о том, что социальные программы распространяются на эти регионы. Да, что материнский капитал. Понимаете, это очень важный фактор, он сыграет положительную роль и в военном аспекте, понимаете, потому что настроение территории, настроение людей, насколько они будут нас поддерживать, насколько для них Россия и не только близка им цивилизационно, но она и становится для них, ну, будем сказать, возвращается как родина. По-моему, Вот. это был один из тех моментов, когда зал стоя аплодировал, да? Вот. Да, конечно, это произвело впечатление. Это вот мы, когда говорим конкретно о военной операции, ну, мы понимаем, что здесь очень много факторов, которые влияют косвенно на ход операции, на поддержку населения. Это очень большое, потому что если говорить конкретно, мы можем даже эту операцию элементы Отечественной войны. Если это война за Отечество, за какие-то идеалы, значит, поддержка народа играет стратегическую роль. Но и он об этом тоже упоминал. Он говорил о том, что вот народ поддерживает всецело, все для фронта отправляют. Ну, правильно, все для фронта, все для победы. Вот лозунг никто не снимал. Вот, наоборот, все лозунги Великой Отечественной войны, последней Великой Отечественной войны, они возвращаются. И тут многое связано с тем... Тут, понимаете, тут настолько речь, с одной стороны, многофакторная, а там все буквально одно в другом связано. Ну, вот, например, я как учитель истории могу сказать, вы извините, конечно, большое впечатление произвело обращение к учителям. Вот на наших коллег, я вот с вами пообщался с учителями, поговорили, вот это обращение к учителям истории, обществознания, предметов гуманитарных, да, это тоже большая стратегия, потому что речь идет о подготовке, ну, гражданственности, патриотизма у подрастающего поколения. Те, кто будет жить в 21 веке, те, для кого это все проводится, в интересах кого проходят вот эти сейчас все события, потому что речь идет именно о том, о сохранении потенциала для будущего поколения. И мне кажется, он вот этим определил четко, то есть вот эти уроки о главном, да, уроки, Да, разговоры о важном, а тут конкретно история, обществознание, литература, все должно вот на эту цель работать. То есть не просто там какой-то завуч по воспитательной работе приходит и ведет разговоры о важном, а вся вот эта вот программа должна быть направлена, да, вот. Ну, здесь ведь еще очень фактор, понимаете, когда в 90-е годы произошли вот эти все события, которые Владимир Путин назвал самой, наверное, тяжелой геополитической, громадной геополитической катастрофой 20 века, распад Советского Союза. Ведь там одновременно крушили экономику, крушили все предприятия военно-промышленного комплекса, да? Там вывозили интеллектуальный капитал, там сколько ученых вывезли и так далее. И одновременно носили удар по образованию. То есть те, кто ломал Советский Союз, для них система образования была тоже стратегическим фактором, который надо разрушить. Ну, в 90-е годы все, наверное, знают, что такие, казалось бы, уже значимая фигура, как крупнейшие финансовые воротилы Джорджа Сороса, обратили внимание на учебники. И начали издавать, ну, учебники какие? Ну, учебники истории. Понимаете?
которые практически выбрасывали из истории такие, ну, будем целые фигуры. Гагарин исчез из учебника. То есть вы преподавали по учебнику, в котором не было Гагарина? Ну, не было Гагарина. Все, что касалось войны отечественной, будем так говорить, что там, ну, кусками просто вырезано. Там создавалось вот такой, это учебники для старшей школы, а там ведь еще были младшие, которые изымалось. С литературы происходили катастрофические явления. Там просто выкидывали фрагментарно. Вот мы сейчас говорим о том, что, возможно, мы вернем Фадеева с «Молодой гвардии». События, то есть литературное произведение, которое, ну, которое воспитывал сколько поколений, в общем-то, да? А героической борьбе молодых ребят, вчерашних школьников. И в каких местах? В тех, где сейчас проходит специальная операция. Ну, сейчас даже есть такой запрос общества на возврат вот таких литературных произведений. Вчера прямо во время послания мы проводили онлайн-исследование мнения жителей, как они относятся к тезисам послания. Да, вот, кстати, очень интересно, Да. что было воспринято. И вы знаете, вот тезисы о том, что нужно менять систему образования, возвращать ее к истокам, они большинство респондентов, вернее, положительно отнеслись к этому. То есть определенный вот именно запрос на это у общества есть. И это мы, в принципе, ощущаем, наверное, уже, ну, везде, да, во всех этих наших медиа-контенте, медиаматериалах, все, что мы сейчас видим по телевидению, даже старые фильмы, советские фильмы, они, ну, смотрятся сейчас немножко в другом прочтении, наверное. То есть они смотрятся в гораздо более широкой аудитории, чем это было доступно тогда, вот, лет 10 назад, к примеру. Запрос общества тогда был иной. То есть мы в каком-то смысле возвращаемся, да, или как? Или это новый виток истории, вот как историк? Ну, в общем-то, в принципе, здесь, если говорить о том, что мы можем в событиях сегодняшних, ну, это повторять, вот мы просто считаем подряд, вот у нас Отечественная война 1612 года, да? Те же персонажи, Польша, Швеция, там, положим, да. Да, и президент упоминал, Австро-Венгрия, вот и так далее, и так далее. Потом, Вот, что у них был 1812 всегда год. курс. Но те же самые персонажи во главе, только всегда ставят кого-то во главе, но они все хороводом следом идут. Присылаешь нам к Европе своих рассерженных сынов, найдется место им в России, среди нечуждых им гробов, писал Александр Сергеевич Пушкин. Вот он, извините, это к годовщине 1812 года, вот в 1831 году, за год до годовщины, он написал знаменитое «Клеветникам России» обращение. Они все были, они все это помнят. И они опять же потом и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую, они все пошли. И Ну, опять... вот, кстати, о клеветниках президент тоже упомянул. Он сказал, что мы не будем объявлять охоту на ведьм, и что те люди, которые уехали сейчас, ну, Бог им судья, типа, и совестен судья, а мы не будем там ничего преследовать и так далее. Вот мне вот это вот прямо так показалось знаковым очень. В принципе, если он говорил о том, что Россия – это отдельная и самобытная цивилизация, открытая миру, это слова принадлежат, в общем-то, выдающемуся русскому философу Николаю Ильичу Данилевскому, потому что он теоретически обосновал существование российской цивилизации. Это в середине XIX века, 1836, вот приблизительно так. И то, что вот мне очень понравилось, что Владимир Ильич Путин еще раз подчеркнул, что он приверженец консервативных ценностей. Семья. Традиционная семья. Это консерватизм, это традиционные ценности, понимаете. И поэтому он цитирует такого выдающегося консерватора, как, например, тоже Петр Аркадьевич Столыпин, человек, который жизнь положил на то, чтобы модернизировать Россию. Консерваторы – это люди, которые модернизируют тоже, но они сохраняют ценности, понимаете? Те ценности, без которых… Вот отсюда и симпатия со стороны консерваторов Запада к Владимиру Ильичу Путину. Им очень нравится, что он семью считает. Вот еще раз повторили, зал аплодировал. Что такое семья? Добровольный, союз равноправный мужчины и союз мужчины и женщины. И зал аплодировал, и этому аплодирует.
люди и в Германии, и в Соединенных Штатах Америки, потому что все, что происходит с семейными ценностями, с отношениями между людьми, их очень раздражает и волнует. И это тоже потенциал, который стратегически помогает нашей операции вот этому. Мы за правое дело. Василий Романович, вот ЦУР активно работает с обращениями граждан, да, я знаю, что даже чат-бот был специально создан по вопросам, связанным с мобилизацией, со специальной военной операцией. Вот какие еще сегодня вопросы якутян волнуют? Вот у нас с осени прошлого года, когда мы запускали колл-центр 122, мы не думали, что это будет такой колоссальный поток звонков. В прошлом году это порядка 30 тысяч звонков было, да. А в этом году с начала года почти 5 тысяч звонков уже имеется. И характер звонков, он анализируется, конечно, да, исходя из того массива, ну, так сказать, запросов жителей, по каким вопросам они чаще всего обращаются, и формируются, так сказать, меры поддержки. О чем вчера в целом президент также очень так ответственно заявил о том, что меры должны предоставляться максимум, ну, бесшовно, да, без минимум, допустим, с максимумом удобств для гражданина, с минимумом бюрократии. И в этом Причем направлении... даже превентивно, да, по-моему, Да, без проактивный проактивном режим, режиме да, это называется. и мы в этом направлении движемся. Наша республика была первая, которая вот как раз-таки предложила комплексную проактивную услугу. Она называется «Забота». Ее можно получить в семье военнослужащего на портале e-yakutia.ru. Это портал очень знаком даже большинству наших жителей. Более 90% жителей имеют учетную запись на госуслугах. Да? И, соответственно, вот эта услуга «Забота», она включает сразу 7 услуг, где по одному заявлению можно получить и бесплатно, ну, оформить ребенка бесплатным питанием в школе, к примеру, да, говорю, и детский сад бесплатно оформить, и выплаты оформить, положенные законодательством. То есть мы движемся в эту сторону для того, чтобы повысить удобство наших граждан, чтобы как можно меньше было соприкосновений с разного рода ведомствами, справки, согласования и прочее, прочее. И вот этот паспорт «Забота», сейчас он уже как бы движется еще и в чем проактивность, да? Мы сейчас опрашиваем семьи, какой мере поддержки им не хватает. Да? Может быть, доп. Образование детей, может быть, проезд на городском транспорте и так далее, и так далее. То есть таких жизненных ситуаций, по которым семья испытывает сложность, великое множество. И вот для того, чтобы узнать, в чем семья нуждается, нам семьи отвечают. Соответственно, мы в скором времени, наверное, подведем итоги этого анализа и предложим еще новые меры поддержки семьям мобилизованных. Вот. И что касается чат-бота, да, чат-бот открыт, он действует, там жители могут узнать наиболее часто запрашиваемые, то есть ответы на наиболее часто запрашиваемые. Мы его постоянно дополняем. И сейчас на портале e-Якутия также открыт сервис, где можно узнать их порядка. Вот есть региональные меры поддержки, да, семей военнослужащих и самого военнослужащего. А также есть федеральные меры поддержки. И вот когда начали собирать весь массив данных, это вот порядка 70, чуть больше 70 мер поддержки. И, понятное дело, гражданин не может все это держать в голове, не может знать, как их получить, ту или иную меру поддержки. И по каждой отдельно запрашивать. Да, и на портале e-yakutia.ru вот открыт сервис, где можно зайти в эту услугу, и увидеть там все меры поддержки, а также условия этих мер поддержки. Таким образом, гражданин или семья поймет, нужна эта ему мера поддержки, для него подходит ли эта мера и так далее. То есть мы движемся в том направлении, чтобы как можно сделать проще именно получение мер поддержки самому военнослужащему и семье военнослужащего. Ну вот да, вчера, когда президент говорил о том, что каждый ветеран или каждая семья, они должны быть, значит, это должен быть комплекс мер и здравоохранение, и психологическая реабилитация. И я вот слушаю, и так приятно, потому что у нас вроде бы как это все делается уже. То есть он дает поручение, а у нас в республике уже да, и вот, допустим, по реабилитации тоже президент обозначил, что это должны быть комплексные такие вот продукты, да, которые помогают. И трудоустройство. Да, и вот у нас как раз-таки уже глава региона республики Александр Сергеевич Николаев
уже в конце прошлого года обозначил, что нужно реализовать такую программу, разработать и реализовать программу комплексной реабилитации семьи военнослужащего и самого военнослужащего. И определенные мероприятия уже начаты, да, это и психологическая помощь проводится, это и реабилитация медицинская, а более того, еще и отдых, да, и члены семьи, и родителей военнослужащего. То есть на самом деле мер много, принято у нас в регионе, они действуют все, и гражданину лишь необходимо вот один раз обратиться, чтобы семью индивидуально, персонально сопровождали и предлагали эти меры. Ну, поэтому, наверное, совсем недавно Арсений Сергеевич сказал, что республика Саха-Якутия – это прочный тыл такой, той самой операции. Тут вот все, что здесь происходит, что люди чувствуют. И поэтому вот фраза, кстати, Владимир Путин сказал, фронт проходит через сердца. Вот здесь ничего мелочей никаких нет. Все, что делается для людей, и это все вот как бы людей в одно единое пространство такое вот отношение к тому, что происходит с нашей Россией, с эти стратегические проблемы, которые стоят перед всей страной, перед государством. Действительно, каждое сердце, каждый человек, будь это ребенок или вот, как Василий Романович сказал, люди, которые участвовали в операции, вообще просто жители, которые должны чувствовать заботу государства, несмотря на то, что мы находимся в ситуации, казалось бы, там, достаточно боевой. Вот никто не бросает ничего, все делается. Строятся детские сады, школы, делается поддержка. Вот, например, те же самые повышения, несмотря ни на что, повышение минимального размера зарплаты труда. Такое ощущение, как будто мы просто буквально, не обращая внимания на то, что происходит, на то, что у нас давление оказано, просто живем. А вот насколько люди, Василий Романович, это замечают? Потому что действительно такое ощущение складывается, что вроде бы, так и надо, это вот так и должно быть. Каждый год все вот это индексируется, поднимается, и вроде бы мы уже так привыкли, и это вот такая обязанность государства, за которую вот не надо не благодарить, там ничего. Вот насколько люди... Есть такая же поговорка, что к хорошему человек быстро привыкает, а когда у него что-то исчезает, это какой-то сервис или удобство, сразу начинается некомфортно себя чувствовать, да, человек. И мы в январе, допустим, проводили большое социологическое исследование жителей всей нашей республики, и были приятно удивлены, Арсену Сергеевичу тоже итоги я передавал этого исследования. Жители очень даже замечают о том, как у нас, допустим, строятся дороги, социальные объекты. Это они отмечают в первую очередь. В числе улучшений, они отмечают именно улучшение инфраструктуры, в первую очередь социальной. Потому что у нас только за последние 5 лет построено 274, представьте себе цифру, 274 социальных объекта, 46 школ на 10 тысяч мест, порядка 70 детских садов, крупнейшие объекты здравоохранения, которых раньше просто-навсего не было. Это кардиоцентр, в первую очередь онкодиспансера. И в рамках нацпроектов, и не только национальных проектов, те же дороги, допустим, с 2020 года у нас ремонтируется свыше 500 километров автодорог ежегодно. И наверное, думаю, жители, которые проживают вдоль федеральных трасс Вилюй, Колыма, ощущают, там реально говорят, что доехать до, допустим, той же Чурапчи раньше было в 2-3 часа, может быть, сейчас это там, кто-то говорит 1,5, в среднем, я думаю, за 2 часа. Или же допустим, в сторону Вилюйска, Или же, что у нас сейчас крупнейшие объекты инфраструктуры, 15 аэропортовых комплексов. Такого же раньше не было. То есть жители это на самом деле ощущают. Понятное дело, что к хорошему быстро привыкаешь, но это, наверное, норма жизни, и мы, наверное, также, жители города, также быстро привыкаем к каким-то улучшениям и даже не замечаем, когда это случилось. А просто немножко копнув в историю, немножко удивляешься цифрам, масштабам проводимой работы. Сравнительно, если сравнивать с какими-то там отдельными регионами, предположим, даже отдельные регионы, у нас возникают новые, например, микрорайоны очень потрясающие,
вот говорят, ну, вот вообще просто замечательные. Но ведь в наших-то условиях, когда мы говорим о том, что у нас каждый отдельный дом построить стоит в разы дороже, чем где-нибудь в других местах, ну, там, центральной, например, России и так далее. И тем более удивительно вот наблюдать город Якутск, насколько сколько вот увеличивается количество освещенности улиц. Я вот очень часто хожу на работу пешком, вот раньше были какие-то такие промежуточки, вот так вот светло, потом темно. Но сейчас вот просто идешь вот в любое время, поздно, там вот утром рано, так, ну все освещено, так вот комфортно ощущаешь себя просто. Даже несмотря вот на туманы, вот эти на морозы, действительно. Так что я абсолютно согласен с жителями, которые видят позитивные у нас в городе. Ну и вот все-таки приятно было услышать о том, что развитие Североморского пути, Арктики, Сибири, Дальнего Востока, все-таки прозвучало это. Вот, несколько раз говорилось про многонациональный народ России, про многоконфессиональный, прямо вот несколько раз он это упоминал. И вот если уж мы к экономике перешли, вот я у вас как у бывшего первого заместителя министра по экономике хочу спросить, вот действительно удалось нам пережить эти санкции? Вот, то есть это правда было вот таким... Ну, действительно, все ждали, что Россия рухнет, или вот что вот Ну, это? Экономическое да. чудо какое-то произошло? Судя по прогнозам всех там ведущих мировых экономических агентств, да, консалтинговых компаний, конечно, предрекали самые такие мрачные прогнозы для российской экономики. И здесь, если президент вчера акцентировал на том, что крупнейшего спада не случилось, спад случился на 2,1%, а не так, как они предрекали, там, на 30-20%, да, то вот у Якутии, вот раньше мы все время отмечали, что мы сырьевые, да, но вот благодаря, на самом деле, это сырьевым проектам, в прошлом году наша экономика подросла на целых 8%. То есть, на самом деле, конечно, этим, наверное, нельзя так хвастаться о том, что вот где-то спад, а где-то рост, но в целом мы сейчас являемся тем самым экономическим тылом нашей Вот страны, об этом которая, речь, да, да. которая обеспечивает стабильность страны и поступление налоговых доходов в казну, да, для проведения масштабных социальных и инфраструктурных проектов. Вот. Ну, как-то вот основные цифры, они говорят сами за себя. И если говорить про некую такую вот качество жизни, да, то, наверное, самым таким показательным маркером является что? Является та же рождаемость. То есть, когда люди верят в будущее, обзаводятся семьями, рождаются дети. Ну, это фактор, это индикатор такой стабильности. Обзаводятся вторым, всегда, третьим да. ребенком, то мы, допустим, по Дальнему Востоку являемся первыми по естественному приросту населения. А по стране мы, допустим, на 7-й позиции. В данном случае наша республика действительно является вот тем самым оплотом стабильности, да, вот такого вот поступательного развития. А санкции, это наша страна, я думаю, выработала некий иммунитет. И я думаю, Россия всегда была под санкциями. Ни одного исторического этапа нет, чтобы Россия не была под санкциями, начиная с древнейших времен. Не, ну как, а в 90-е, когда мы со всеми дружили? Но там было ограничение на поставку высокотехнологичных. Мы дружили тем, что нам поставляли продукты, вытесняя наше производство. Мы покупали то, что у нас исчезало. Ну, сейчас практически наш производитель был зажат в такую ситуацию. Начнем с того, что когда мы в состоянии было, нам начали поставлять ножки так называемого президента Буша, когда кусочки там оставались вот такой, у нас же фактически ни курятины и ничего такого не было. Магазины были забиты завозными продуктами. Мы за это время практически полностью обеспечили не только свою продовольственную безопасность, мы стали весь мир кормить. Еще потрясающий эффект, вот, который вот иногда проезжаешь там, по таким традиционным местам, где всегда выращивали хлеб. В 90-е годы там все бурьяном было заросло. Сейчас клочка не найдешь не засеянного. Везде комбайны, везде асфальтовые дорожки, везде коровы пасутся.
Вот такое ощущение. Это вот начиная от Подмосковья и дальше, вот традиционные регионы, где были. В 90-й год там бурьян. Коровники все снова сломано, все ничего, все в магазинах было импорт. Да, вчера он специально отметил же сельхозпроизводителей, да, о том, что конечно. зерна Это на экспорт потрясающая революция. выращено. Ну, какая тут может быть рухнуть государство, и поэтому вот эти вот слова все-таки, еще раз можно сказать, о сильной России, они вот просто порадовали, потому что цитировать Петра Аркадьевича Столыпина, это значит в духе Столыпин был реформатором. Столыпин сделал знаменитую реформу аграрную, которая вывела Россию в то время перед началом Первой мировой войны на первое место в мире по, ну, например, будем так говорить, только по экспорту масла вологодского Россия в десятки раз получала больше прибыли, чем от экспорта всех золотых рудников, которые тогда были. Столыпин пострадал и погиб именно в то время, когда Россия поднималась, и он же говорил: дайте 20 лет покоя России, и вы ее не узнаете. И вот в этот момент вот все эти покушения и так далее, все вещи, которые, в общем-то, привели и консерватизм Столыпина, это был консерватизм реформатора. И то, что Владимир Ильич Путин цитирует, вот опыт этот, он говорит о том, что да, мы, исходя из сохранения традиций, из сохранения, как Делевский говорил, сохранять все, песни, сказания народов, да, костюмы, все, что им дорого от предков, и двигаться вперед, модернизировать страну на самом высоком уровне, но не выбрасывая то, что было всегда, вот там наши сказки, как у Данилевского написано. Не надо, это все надо хранить. Это самобытная цивилизация, которая нам дает импульс к тому, чтобы мы двигались вперед. Да, он причем подчеркнул, что это ни в коем случае не претензия на то, чтобы быть лучшими, да, но тем не менее это самобытная своя цивилизация. И самодостаточная, да. И вот эти вот слова про то, что Россия имеет право быть сильной, вот такой сильный момент был. А вот еще вчера один из таких неожиданных моментов был, ну, для меня во всяком случае, о том, что приостанавливаем мы действие договора о сдерживании наступательно-стратегического вооружения. Вот это что означает? Что мы вот на новом витке холодной войны или гонки вооружений? Виток холодной войны, ну, холодная война, она не заканчивалась никогда. Сколько России существует, всегда она была объектом так называемой холодной войны. Мы не успели войну закончить, мы еще знамя победы над Берлином подняли, а уже был готов план под названием «Немыслимое» о полном уничтожении Советского Союза, используя приоритет появления атомной бомбы на Западе. Он был просто вот план солидный, вот где-то после того, как мы поможем Западу с Японией, после этого 250 атомных бомб сбросить на Советский Союз от Карпат до Чукотки, и в обратную сторону 224, по-моему, атомных бомбы второй раз. После этого 500 тысяч тонн обычных бомб сбросить сверху, и когда пыль вся уляжется, на всякий случай, специальные подразделения мобильные, которые добьют все, что там было. Понимаете? Вот вообще идея превращения России в плацдарм для сырьевых ресурсов. Ну вот та же самая Маргарет Олбрайт в свое время говорила: зачем нам столько населения в России? 1 миллиона хватит. Для чего? Ну, чтобы в шахтах работали и обслуживали газопроводы. Все остальное. Потому что 21 век уже был битва за ресурсы. Все ясно, потому что они уровень свой, вот этот, они Африку практически всю выпотрошили. Выжили. Да, уровень высокий поддерживали. Они в Азию, там, ну, буквально что смогли. Китай отстоял свою самобытность. Вот. А фактически сейчас для того, чтобы поддержать уровень жизни, тот же самый высокий, если они его не поддержат, у них население начнет... И последнее, про что я хочу проговорить, успеть, это вот про информационную войну. Он не раз сказал, да, он говорил про
И про фронт, который в сердце каждого, много говорил о единении, но и говорил про информационную войну именно за молодежь, да, от которой страдает наша молодежь. Вот вы как учитель, да, на передовой этой информационной войны. Я знаю, что ЦУР тоже очень много ведет работы именно по борьбе с фейками, вот этот момент тоже хотелось бы успеть как-то. Василий Романович, может, начнете? Да, Хорошо, Василий Романович, давайте. За последний год, если так, мы собирали данные, и постоянно это тоже обновляем, порядка 400 фейков о специальной военной операции. Это, понятно, и локальные вбросы, и общереспубликанские какие-то фейки, гуляющие в мессенджерах, в WhatsApp, в Telegram. То мы их, конечно, отлавливаем и стараемся максимально быстро с органами власти опровергнуть в случае, если действительно фейк. И масштаб, конечно, колоссальный. Даже мы, такой отдаленный регион, казалось бы, от этих событий, ощущаем на себе, и наша молодежь сейчас на самом деле подвергается большим испытаниям. Поэтому нам надо вместе, учить молодежь правильно работать в интернете, да, правильно, оставлять какие-то запросы, ввести поиск информации, не верить всему попало, как минимум. То есть работы с молодежью нам предстоит еще очень много. Ну, у нас работа идет как раз по поводу того и по поводу опасности интернета. Это действительно очень важно. И то, что мы говорим, фронт через сердца проходит в первую очередь. И мы сталкиваемся, конечно, больше фактически, будем говорить, мы всегда находились под колоссальным прессом информационной войны. Она была всегда. Никогда она не... И в XVIII веке, в XIX это было обычным явлением. И выдерживались каким образом? То, что как раз то, о чем говорил Владимир Путин. Надо гуманитарные предметы. То, что сделали в 90-м, надо возвращать. Надо возвращать те пламенные сердца, которые были у молодогвардейцев, у Павла Корчагина, положим, да. Эти герои, надо произведения Симонова, Пушкина, Заново, не то, что мы цитируем, а ведь в литературе этих произведений нет, то есть официально, понимаете. То есть надо именно составить тот компонент, который будет противоядием, потому что они сразу будут понимать, что это ложь, что это все делается. Потому что это искренне то, что Пушкин переживал, как в XIX веке, потому что в то время та же самая война шла против России. Причем это все самое главное, что с детства, да? Это Конечно, с первых книжечек таких. И не нужно выдумывать да. ничего нового, Да, нужно конечно. просто Оно у нас в опыте всё, что у нас нашего есть в опыте. развития цивилизационного, это все было. Эти мои первые книжечки, это картиночки всякие маленькие о героях, о богатырях народных каких-то, достойных людях. Маленький ребенок читал, уже в нем информацию. Противоядие. Это как прививки-то мы делаем детям, понимаете, маленькие. И это как раз то, что, как вы да. сказали, и люди восприняли наиболее позитивно, из послания. Давайте на этом, наверное, и закончим. У нас время подошло к концу. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.